Всем привет! В сегодняшнем видео будет чисто по катушке. Вот смотрите, на этом трицикле ровно месяц назад примерно ровно месяц, наверное, уже как я купил этот трицикл, но еще не выезжал никуда, он совсем новый. Трицикл SR32 Life Pro с задней передачей с реверсом. Ладно, давайте съездим куда-нибудь и покатаемся. Приятного просмотра. Так, двигатель тут 8 лошадей, Лифан. Такой же, как и на мотособаке, в принципе. Сейчас попробуем. Вчера заправил. Работает. Немножко погреем и поедем. Ну вот, первые километры проехал. Такое впечатление. Впечатление пока непонятное. Мне показалось, как будто тихо едет. Как будто скорости не хватает. Ну, скорость такая же, как и на мотособаке. Я думаю, если посмотреть, можно на прямой где-то измерить скорость. Не больше 30 километров, наверное, поднимется. Вот. А так вот там лужа хорошая была. Проехал, думал застряну, а нет, идет хорошо. Там дальше, думаю, еще будут препятствия. Вроде какая-то дорога вон туда по полю идет дальше. Я летом тут проходил, ну, в ту сторону съездим, посмотрим. Самые тяжелые, глубокие ямы не буду еще заезжать. Как бы техника новая, немножко обкатка. Вот сейчас я здесь проехал, пусть немножко подостынет. И погуляем, побродим. Интересно, как-то непривычно. Но, ребят, едешь, кайфуешь. Вот отвечаю, вот первое впечатление такое, что вот никакого напряжения нету. Вот ты едешь, сидишь, вот руль, как будто электроруль у тебя в руках. Вот я не знаю, очень легко рулить, не тяжело вообще, едет спокойно как-то. Мягко едет. Вот тут уже лужи начинаются. Вот по таким лужам сейчас будем ездить. Там низина будет. Посмотрим. Интересно, конечно.
нормально. Вот чуть-чуть вот как будто мне показалось, что скорости, ну, зависит от звездочки. Вот. Звездочка тут огроменная, смотрите, стоит, а просто огроменная. И световой просвет вот в документе я буду честно озвучивать и честно говорить своим подписчикам плюсы, минусы, достатки, недостатки. И так что слушайте внимательно, что я буду показывать и рассказывать. Вот. По документу, по характеристике световой просвет, наверное, вот здесь. Вот. Имеется в виду где-то сантиметров 20, ну, грубо говоря. Смотрите, здесь от силы, ну, блин, 5 сантиметров вот тут. Тут трава, конечно, световой просвет. И вот эта звездочка, что здесь стоит, он просто будет тащиться по земле, бывает, или же по грязи. Износ огроменный, я так думаю, будет. Ну, что поделаешь, зато эта большая звездочка, больше тяговистая. Вчера товарищ ко мне приходил, тоже поболтали, и он там посмотрели, вот там внутренняя звездочка тоже маленькая. Если, говорит, туда побольше поставить, а здесь поменьше, еще будет, как бы, ну, плюс в том, что здесь эта звездочка повыше поднимется. Вот, ну, там тоже не вариант, чтобы туда большую звездочку поставить. Потом корпус, сейчас покажу. Вот так вот выглядит. Там маленькая звездочка, а там потом корпус. Вон, смотрите, вал идет вариатору. Вот. Если тут вариатор стоит, если по воде ходить, то ремень прихватит там воду и буксовать будет. Так что выше подножки, думаю, в воду не лезть. Вот. Охота открыта. Стреляют, охотятся люди. Природа хорошая, сегодня погода пока безветренно. Все равно оделся на улице, когда едешь, не жарко. Сейчас поедем дальше. Дальше интереснее, думаю, будет. Двигатель Lifan 8 вполне достаточно. Вот. Сиденье мягкое, хорошее. Первое впечатление, там по отзывам тоже читал, там смотрел, выхлопная труба. Действительно, выхлопная труба греет ноги, и вот сиденье греет. Чувствительно греется. И так я прикинул, скажем, если вот осенью, когда уже снег идет и ветер такой, и вот это выхлоп греет сиденье, и тебе намного теплее, но он прям нагрелось даже. Вот. Может, вот этот выхлоп чуть-чуть переделаю там, назад, в принципе, тут это обрезать, там приварить трубу и куда-нибудь в сторону. Здесь скорость задней, передней, два скорости. Влезает примерно 2 литра бензина. У меня на мотособаке такой двигатель 1,5 литра на 30 километров хватает. И, скажем, если на колесном, думаю, также будет хватать. Ну, сейчас покатаюсь, посмотрю, может. Ну, так мне показалось, что от медленнее едет. Я думал побыстрее. До 45 километров там написано в характеристике. Посмотрим. Багажник очень даже хороший. Ну, амортизация, вообще великолепная амортизация. Тут перья, вот тут. Вон они. А здесь такая амортизация, вот она. Кому интересно там, кто присматривается. Вот это неудобная масленка. Вот это вот вообще может снять, перевернуть как-то. Если в другой стороне будет то же самое, не подобраться. Короче, масленка. Цепь смазана, вон видно как все.
Надо точно измерить скорость. У меня, в принципе, есть этот. Ну, в течение видео, может, этим займусь. Ладно, сейчас поедем дальше. Посмотрим, что там дальше нас ждет. Еще раз говорю, у меня обкатка, и пока насиловать прям азартно ездить по грязюльке я пока не собираюсь. Просто покатушки сегодня будут. Техника огонь, ребят, но, блин, пока нравится. Ну, надо привыкать. Надо привыкнуть. Так. Ничего себе. Я думал, тут застряну, ребят. То, что я сейчас проехал, он медленно едет, но, ребят, такая тяговитость. По болоту проехал, не почувствовал ничего. Вон. Тут лужа вообще по колено. Вот, пожалуйста. Проехал вообще здорово. Я говорю, он тихо едет, но у него тяговитость хорошая. Тут тоже глубина, будь здоров. Да. Отлично. Первое препятствие у нас как бы преодолели. Даже неплохо. Вот тут так стоит, вот смотрите, сзади. Вон она, звездочка, я имею в виду. В основном мне вот что на глаза попадает вот эта звездочка. Что-то хлопнуло, думал, блин, баллон что-то там попал. На сучок сломалось в воде который. Ладно, давайте съездим еще дальше, что там интересно посмотрим. Все, погнали. Где проехать? Дальше снег. Дальше не поехать. Вот смотрите, сколько снега еще в лесу.
Капец. Какая-то зимняя дорога идет. Проехать возможно, но там уже дальше уже снег, ребят. Просто снег лежит. Проехать. О, фара горит, хорошо. Очень громкий вариатор. Но все равно как-то не по душе, как-то вот обороты не так хорошо берет. Сейчас скрипит. Именно здесь остановился, ребят. Сейчас пониже спущусь. Капец, ребят. Скорости нету. Скажем, блин, вот тебе если надо быстро ехать, это на прямой он набирает скорость, едет. Думаю, до 40 километров он поднимает скорость. Но вот такой подъем. Сейчас вот на вершину, вот просто вот там не набирая скорость, вот на своих оборотах он поднимается. Смотрите, какая вот гора такая. Не знаю, сколько градусов. Градусов 30 может. Но не 45, но чуть-чуть. Почти 45 градусов. Идет только путь, даже нагрузки никакой не чувствует. Эта техника сделана для грязи, скажем, малой скоростью, но вот именно вот по недоступным местам проехать. Проехал только путь. Легко. Сейчас еще спущусь и вам покажу, как он будет ехать. Интересно даже. Легко он поднимается, представляете? Легко.
Такой подъем, и так легко он поднимается. Даже на середине горы я остановился, не чувствует. Он просто едет и едет. Вообще здорово. Вообще здорово. Это, я думаю, по грязюлькам можно проехать. Ну, на 80% он проедет. Где-то, конечно, придется помочь, подтолкнуть. Свою задачу пока выполняет. Вот эта гора, что вот он преодолел, мне понравилась. Вот. Большая звездочка рулит. Вот, еще, конечно, сейчас покатаюсь. Давайте еще вот тут проедусь. И на большое поле съездим. Ну и обратно поедем домой. Нормально едет. Пока едет. Здесь интересно, влезу или нет. Тормоз хорошо работает. Устойчивый, между прочим, устойчивый. Там большие колеи. Туда не проедешь. О, кусты мешают. Вот, пожалуйста, колеи первые. Мне много раз писали, не буду вписываться, там еще. Легко. Вот как-то вот здесь колеи. Вообще едет, ничего не чувствует. Похрену ему. Вот здесь такие острые крупные деревья. Я человек рослый, руль чуть-чуть ниже, для меня чуть выше надо. Так, ладно. Двинем здесь. Если бы тут на восходе, мне бы пришлось все толкать, потому что тут мох, сыро, у него колеса широкие, похрену все, похрену. Танк, реально танк. Капец. Капец, ребят, я здесь проехал, не почувствовал ничего. Вездеход. Вездеход реально. Обороты взял, обороты.
обороты медленно набирает. Но вот когда хорошая дорога, потом медленно обороты набирает и едет быстрее. Вот. По расходу топлива надо посмотреть, сколько там уже потратил. Интересно, как он жрет. В принципе, да, примерно, наверное, ну где-то сантиметр 2, наверное, в баке потратил. От уровня, вот что я заправлял сантиметров, вот скажем, если до верхушки, где-то вот так. Потому что, знаете, вот ты газуешь, на полных оборотах я газую, но скорость маленькая, и из-за этого мало километров ты проедешь, а топливо двигатель жрет. Вот. А когда вот по дороге, скажем, по хорошей дороге ты едешь, там на обороты там больше будут, ну, будет катиться колесо. Трицикл. Вот я сейчас тоже еще заказал ремкомплект, ну, жгут этот, который, он без камерки, эти колеса без камерки и жгут, там, чтобы с собой брать. Вот. Давайте еще туда съездим, до конца деревни. Я в азарт вошел, там еще покатаюсь и уже обратно поедем. Пока нравится. Ну вот что, я через кусты проехал. Да, интересно. Интересные походы нас ожидают. И сидеть легко. Амортизация вообще шикарная, мягкая. Спина вообще не устает. На дальних дорогах не знаю как, но вот я сейчас проехал и вообще на мотособаке у меня спина умирает. Просто умирает. Он жесткий, вообще жесткий. А эта амортизация вообще шикарная. Вообще шикарная, ребята. Просто вот сделан для человека, действительно. Снижний регион рулит. Это в Кирове делают, снижний регион. Вообще классно. Технику делают они вообще идеально. Испытывают постоянно, что-то там придумывают, переделывают. Вообще шикардос, ребята. Без проблем. Вернулся за камерой. Короче, вот такое вот препятствие. Легко. Я не почувствовал его, что он где-то пробуксовку дал. Да, вот я пример привожу, на чем езжу, на рыбалку, на восходе езжу. И вот, скажем, вот, если по таким мхам с водой, мне бы пришлось просто его толкать. Сами видите, как я в каких условиях на рыбалку езжу осенью. И если все хорошо будет, в этом году уже на этом трицикле поедем. Вот здесь глубокая лужа, и немножко, видать, вариатор прихватил вот этот воду, я имею в виду. Чуть-чуть пробуксовку вот вариатор дал. Так вот, какой-то вот посторонний звук появлялся, так без проблем.
А в грязюльке пока сегодня лезть не стану, скажем, в сторону первой избы, там по колено грязь, жижа, ну там даже УАЗик застрянет сейчас. Подождем, когда подсохнет, хорошая более-менее дорога будет, и уже, да, и туда не доехать, конечно, до первой избы, там таежная речка, мост. Вот сейчас на просвет я имею в виду, вот такой просвет. Вот, от звездочки до сюда где-то 10 сантиметров. Если до сюда 25, 20-25, то до сюда примерно не больше 12 сантиметров. Вот. Ну, это вот я показываю, что вот я вижу. В принципе, нормально. Вот отсюда вот так он виден. Первые впечатления пока положительные. Там покатаемся, посмотрим. Ладно, сейчас поднимусь здесь, проеду до горки, там до ровного места. Там уже буду измерять скорость. Проверим. И все, наверное. А тут как я буду по пустому полю ехать, уже снимать не стану. Даже 36 километров вполне достаточно, нормально едет. Еще туда съездим. Обороты только медленно набирает. Еду. Ну вот, ребят, первая поездка у меня получилась, даже неплохая. Ну и послесловие этого похода, как бы, в принципе, я доволен. Я очень доволен. Первое, что я хочу сказать, это медленно едет. Не подумайте, что вы из грязи вышли, стартанули, и он поедет сразу 30 километров. Нет. Для него нужен как бы дистанция, чтобы набрать обороты. Без этого просто он будет тихо ехать. Вообще медленно едет. Но по грязи, я не знаю, есть ли для него какое-то преграда, препятствие, чтобы вот в грязи застрять. Но вот что я сегодня проехал,
через лужу, через кустарники, на подъем. Но он просто не чувствует. Едет вообще идеально. Так что плюс большой. Для бездорожья эта техника, ну я не знаю. Я пока на других техниках, на каракатах, ни квадроциклах, ни на чем не ездил. И мое впечатление, конечно же, это плюс, большой плюс. Вот. Что еще могу сказать, ребят? Я не знаю. Что смог, показал. В дальнейшем будут еще походы, много походов. Пока ничего менять не стану, переделывать, как некоторые сразу начинают что-то там переделывать, делать. Даже, знаете, вот я выхлоп здесь пока оставлю. Потому что, блин, в прохладную погоду он великолепно будет вас греть. Переделка у меня будет здесь. Сделаю лобовое стекло. Лобовое стекло. И может по сторонам еще для коленей, чтобы холодный ветер, дальние походы, когда буду ездить, скажем, 30-40 километров. Если по прямой ехать, то у вас колени будут мерзнуть. И, конечно же, лицо, грудь, надо лобовое стекло здесь. Это в дальнейшем, может быть, будет такая переделка. Это не так сложно. Переделать это, доделать это быстро. Что еще? Может быть, со временем здесь сделаю такое вот укрытие, закрыть, чтобы грязь оттуда и от цепи там или еще на двигатель меньше попадала. Дорога разная будет, всяко разная. Тут обязательно надо днище сделать, чтобы мелкие вещи, если ложить там, чтобы не упало. Можно даже из линолеума что-то придумать. В принципе, получится. Так, посмотрим, что-то сделаю. Вот. Задняя передача работает, передняя передача работает. Скорость действительно до 40 км в час легко можно набрать, но 40 километров, даже думаю, это, ну, кто как ездит. Кто как ездить. 30 вполне достаточно по прямой. На охоте, скажем, вы быстрее не поедете, потому что вы всяко будете смотреть по сторонам, чтобы посмотреть где-то дичь, там, добыть его. Спешить некуда в тайге. Спокойно кататься и все получится. Вот. Еще сейчас, конечно же, пообщаюсь с производителями, ну, спрошу, может, где-то у меня что-то не так, что от обороты так медленно набирает. Это я буду еще спрашивать. А в остальном, как было, как может, что может, я вам в первом фильме показал. Так что техника неплохая, сразу говорю. Не из дешевых, нормально, цена тоже, блин. Вот я пока думал, за пару месяцев 10 тысяч подняли там, но я вот решился и купил, думаю, надо, мне для своих походов надо. Налегке куда-то съездить будет экономичнее, я думаю, и груз там можно и собаку сюда загрузить, в принципе. Можно прицеп сразу, фаркоп. Этот дополнительно уже фаркоп поставили. Можно фаркоп, там прицеп маленький сделать из пластикового корыта на 2 колесах. Можно вещи там перевозить. Вот. Это уже дополнительные, вот, за дополнительные деньги. Это не базовая комплектация. Базовая без вот этой фаркопы. И дополнение я еще сказал, что поставили вот этот багажник. Это тоже дополнительное. В базу он не входит. Это дополнение. Но, думаю, все равно этот багажник нужен. Как-то смотрится интереснее. Без багажника как-то стрёмно смотрится, во-первых. Фаркоп по желанию, там, кто прицеп там, можно самому сделать, но это тоже надо уже делать. А здесь уже поставили, уже все конкретно уже рассчитано,
как он должен стоять, и лучше потратиться и поставить. Разом купить, сделать, и это как мы все время сам доделаю, там переделаю. Что вот сделали инженера вот эти, кто вот это технику делает. Ничего не надо переделывать. Тут уже все сделано как надо. Вот. В остальном, ребят, в следующих походах вы будете также смотреть, видеть летние походы. Летом будем и до снега. Я думаю, на этой технике буду я ездить. Посмотрим. Все буду, как жизнь покажет. Действительно, заранее ничего не надо думать там, ну как сказать, не решать, а лучше как пойдет, пойдет. Будут походы, будут, нет, так нет. Надеемся на лучшее, что техника не будет подводить. Надо крышку снять. Здесь вариатор. Немножко кожух нагрелся. Да и сам двигатель, наверное, сейчас горячий тоже. Вот. Надо посмотреть ремень. После похода там ремень посмотреть. И уже, как сказать, износ ремня, я не знаю, на лето, говорят, хватит. А чем больше буксовать будете, тем быстрее ремень износится. Ручка передачи, скорости-то есть прям на самом удобном месте, под рукой. Хорошо. Рулить вообще великолепно. Вообще хоть одной рукой, хоть без рук он едет. Вообще идеально. Ну и нет слов, просто нет слов. Мягкий амортизатор. Радуюсь, не нарадуюсь, ребят. 100 километров проеду и поменяю масло. И дальше ездить будем. Вот так. Ладно, ребят, давайте. До новых видео, до новых встреч. Вот такие. Я в основном канале еще многие не видели эту технику. Я в прошлом месяце купил. Познакомил вас для новых походов. Вот эту технику там на рыбалку ездить, на охоту. Чагу собирать, ягоды, хоть что. Сюда он 120 килограмм весит. Конструкция она очень легкий. Можно одному передвигать легко. Просто идеально легкий. Загружать можно до 80 килограмм. Вполне достаточно. Класс. Ладно, давайте, ждите новые фильмы, новые походы. А я поеду обратно домой. Сейчас, ребят, еще минутку поснимаю. Вон там сходил, там на второй канал немножко поснимал тоже сегодняшней покатушкой. И там гора вот прям вот такая. Давайте еще туда съездим. Попробуем, там поднимется или нет. Там нахвалил, в общем, я трицикл на другом канале. Надеюсь, как сказать, проедет там. Давайте посмотрим. Подножки, между прочим, удобные, совсем удобные. Вот если как на мотике, неудобно. А вот это прям платформа, или я не знаю как, он вообще класс. Это идеал. Все, поехали. Забываю скорость включать постоянно. В принципе, проехал бы легко. Пока не понимаю, где проедет, где нет. А он везде проедет. Тут недалеко. Самый крутой подъем.
Даже на вот здесь. Похороны. Ничего не почувствовал. Вообще ничего. Да, здесь самый крутой подъем. Так что ему, в общем, по препятствиям, по грязи, по подъемам, где тяжело он едет, скорость не любит. Вот и все. Ладно, давайте. Я поехал домой. До новых видео. Вот теперь уже всем пока.